Говорить о культуре как-то даже сейчас уже, вроде как не актуально, в том смысле, что она никому не нужна, у меня вот такое ощущение. Например, если говорить о литературе, да, то вообще я не знаю, кому она нужна, но нужна, может быть, какому-то десятку людей, да, которых я знаю, поэтому такое ощущение, в общем, ненужности литературы и писателя, наверное, как вот фигуры, это мне кажется, наверное, не только писатели, но и других как бы деятелей, особенно вот в сфере, скажем, национальной культуры, да, или как сейчас говорят, этнокультуры. Хотя мне это как бы не совсем нравится. Но тут о многих, можно сказать, талантливых людях, нашей чувашской культуры, да, допустим, которые, как бы творят, работают, слава богу. В отличие, я сам как бы почти не работаю, как бы не пишу ничего, да, но есть люди, которые работают. Например, кого я могу взять, в принципе? Например, вот если взять пример недавний, да, просто по журналу «Лик» я сталкивался, мы публиковали его эссе, «Картина моей памяти», это из эссе Федора Ивановича Мадурова «Возрождение воспоминаниями». Это оно побольше, оно потом вошло в его книгу юбилейную, книга-альбом. А вот в журнале «Лик» это было в первом номере, это были картины моей памяти, очень интересные эссе, которые как бы не просто, они как бы служат не то что комментариями, а основой, наверное, философии вот его собственного творчества, да, вот. И причем не только скульптуры, но и живописи. В «Лике» мы давали на обложке, там много не дашь, конечно, но пару было иллюстраций, там 3-4 иллюстрации была скульптура, были его, как бы, живопись его была, и очень интересная работа именно в том плане, что есть своя какая-то философия, да, которую нужно понимать, наверное, которую, можно заниматься, но при этом вот такое ощущение, будто все его творчество, да, и как бы деятельность тоже такая общественная, даже не политическая, просто общественная деятельность, она получается, что вообще никому не нужна, наверное, и даже наоборот, она как бы многим людям такое ощущение, будто оно мешает, вот, такой яркий пример. Вот особенно с его, вот этот Юба, да, который на въезде в Чебоксары, тоже там постоянно какие-то проблемы, ведь было же когда, решение, что ли, на уровне, я не знаю, города или правительства, что все это должно было быть официально у нас. Все это ничего нет, как бы идет такая духовное выматывание, что ли, или я не знаю, такая, как вот раньше говорили, орошение земель, да, вот такое идет орошение культуры, как бы, мне кажется, это делается сознательно, особенно вот в свете, как бы последних нескольких лет, раньше это было связано с фигурой, скажем, так называемого действовавшего первого президента республики, которому было наплевать именно на национальную культуру такую, то есть он, мне кажется, делал наоборот все, чтобы эта культура, она ослабла, эта культура. Но сейчас вообще, как бы после него, по-моему, просто то ли по глупости, то ли, я не знаю, почему такое отношение к культуре. Не могу я сказать, конечно, за других людей, но вот такое ощущение у меня есть. Причем, по-моему, в музыке то же самое. Есть другая, сейчас пару минут еще, да, есть другая вот тенденция, другая волна, да, вот на этой волне, скорее всего, другая тенденция. Очень много говорят о национальной культуре, там, вот, допустим, пример с Чувашкино, да, допустим, есть, например, такая картина, такое, если верить этому пиару, да, то это как бы не мировое кино, так сказать, но на самом деле как бы посмотреть что-то, сказать, что да, похоже ли вообще это же, есть ли там что-то от кино, есть ли что-то от чувашского именно национального кино, не знаю, у меня большой вопрос. Ничего не могу сказать, не видел, ничего не могу сказать. Последняя картина, которую я реально видел, которая, близко подошла к кино, скажем, да, вот это картина Владимира Корсакова, не девичья, мать, она мать, так сказать, да, или... Наверное, все. Много примеров можно приводить, если говорить про вообще кризис нашей культуры. А что обобщить, как можно? Обобщить, да, я думаю, наша культура, вот чувашская культура, как бы, наверное, культура и многих других малых народов, она находится в таком тяжелейшем кризисе. Кризис это, в первую очередь, он вызван как бы кризисом идентичности нашей национальной, наверное. Я не знаю, что будет через лет 20-30, трудно сказать. Потому что последние писатели, которые более-менее серьезно работают, вот поэты, да, им уже лет под 50 в чувашской литературе, которые владеют чувашским словом могут что-то писать. А уже нет молодого поколения. А художников, по-моему, примерно ситуация такая же, наверное, идет, хотя там язык вроде он не нужен. Такая же картина, кстати, вот и в науке, например, в исторической науке, потому что там уже
историки, как бы идет не то, что поколение, уже большая часть историков, это те, которые занимаются чувашской историей, которые не владеют чувашским языком, мне так кажется. То есть, может быть, 2-3 слова понимают, но чтобы читать источники на чувашском языке, ну, они, по-моему, уже не способны. Это, мне кажется, тоже кризис нашей исторической науки, то же самое. То есть культура в широком понимании вообще в кризисе. Не только искусство, но и наука такая гуманитарная, мне кажется. Ну, и на этой волне много, скажем, вот поддельного такого, как бы поверхностного, всякие академики, академиков там развелось, да, скажем, ну, наверное, среди них есть и талантливые, как бы одаренные люди, но в общем, как бы это все, мне кажется, пеной, да, и в культуре, скажем, вот то, что я говорю, когда много пиара, а за пиаром нет ничего, ну, то же самое, к сожалению, и в гуманитарной науке, мне кажется.